Совещание было посвящено взаимодействию стран и регионов в развитии образования. Сириус в лице председателя Совета федеральной территории и модератора встречи Елены Шмелевой занял центральное место в обсуждении спикеров. 52 тысячи школьников отучилось на наших программах, но если мы говорим про Всероссийскую олимпиаду школьников и Сириус-курсы, то это уже миллионы школьников. И это подавляющее число школ в тех субъектах, про которые Сергей Сергеевич сказал. Поэтому у нас много сделано, но я уверена, что мы вместе сможем сделать еще больше. И в этом плане мы хотели бы пригласить делегацию каждой из стран, участниц сегодняшнего совещания, к нам в Сириус. Если вот подытожить те инструменты, которые мы могли бы развивать и использовать вместе, то это в первую очередь, конечно, профильные программы Центра «Сириус», где по направлению и наука, и спорт, и искусство по программам, которые утверждены нашим попечительским советом, а попечительский совет фонда возглавляет лично президент Российской Федерации. Отбор на эти программы, повышение квалификации педагогов в рамках проведения таких программ – это наша с вами совместная возможность. Министерство просвещения Абхазии ведет большую работу с центром «Сириус». В прошлом году в центр поступили первые абхазские абитуриенты. В этом году также есть желающие обучаться в «Сириусе». Я хочу выразить благодарность, пользуясь случаем, Елене Владимировне, вам за то, что наши студенты уже обучаются в колледже Сириуса, в IT-колледже. Первые 6 человек поступили в прошлом году. Я совсем недавно ездил к ним, общался, получил только положительные отзывы. Вот, и надеюсь на то, что мы сможем поднимать планку уровня образования в сфере IT-технологий у нас в школах. Этим мы уже занимаемся, чтобы освоить на достойном уровне ту программу, которую вы даете детям уже на территории Сириуса. Особенное внимание Инал Габлия уделил внедрению IT-технологий и инновационных решений в образовательную систему нашей страны. Перспектива использования данных технологий должна быть использована и дальше. И не теряя время, мы решили использовать этот формат онлайн для развития нашего родного языка абхазского. И мы проводим уже 3 раза провели республиканский онлайн-диктант. А также во время пандемии мы, не теряя время, провели уже 3 раза международную научно-практическую онлайн-конференцию APH. Также, конечно же, открытие IT-классов, STEM-лабораторий. Вот пример как раз Атом-класс. Наверное, мы слышали о таком проекте, Росатом нас активно поддержал в этом вопросе. И вот в этом году мы открыли уже 5-й Атом-класс на территории Республики Абхазия. Это беспрецедентный случай для истории Росатома. Во всем, что касается развития информационных технологий и работе с центром «Сириус», у Министерства образования не только большие планы, но и не менее впечатляющие результаты уже проделанной работы. Планируется открытие медицинского класса, чтобы уже со школьной скамьи готовить детей, которые хотят связать свою жизнь с медициной. Дальнейшее сотрудничество в рамках образовательного проекта Международной школы «Учитель года». И что немаловажно, во всех мероприятиях, проводимых центром «Сириус», могут участвовать абхазские школьники, как в учебной, так и в культурной стезе. Ведь «Сириус» — это не просто образовательный центр, это уникальное пространство, в центре которого человек и раскрытие его талантов, которыми воистину богата наша земля. Очное совещание со всеми представителями министерств запланировано на декабрь и будет проведено на базе центра «Сириус». Рада Чачава, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.